Предвыборная гонка претендентов на высший государственный пост стартовала на этой неделе. Кандидаты отправились в большой тур по стране. Татьяна Тимошенко приоткрыла двери избирательных штабов и узнала, на какую стратегию делают ставку представители разных политических сил страны. Работаем с вами. Здравствуйте. Это совместное агитационное мероприятие. Кандидаты на главный пост в стране выходят на агитационный марафон длиной почти в месяц. Но пока что в теледебатах при распределенном бесплатном времени принимает участие только доверенное лицо действующего президента. Штабы от представителей партий на разгоночной полосе. Сагитировать надо людей на то, чтобы они пошли. И современные выборы вернули то, что мы помним, наверное, по самым ранним постсоветским временам, когда избирательные комиссии ходили по домам, и, соответственно, извещали избирателей о том, что они должны выполнить гражданский долг. Тогда еще не было, напоминаю, трехдневного голосования, оно пришло в связи с эпидемией ковида. И соответственно, сейчас идет этот период, когда агитируют самих людей прийти. Я думаю, что в данной кампании это очень существенный момент. В региональных штабах кандидатов своя работа. Пока идет обратный отчет до даты голосования, в штабе Владимира Путина, идущего на выборы как самовыдвиженец, волонтеры и студенты изучают основы создания и управления дронами, как одно из перспективных развитий технологий в разных сферах экономики. На доске автографы политиков, Шаймиев, Миниханов, герой Баксиков, механик-водитель уже легендарного танка Алеши, спортсменов, Зарипов, общественных деятелей Владимир Вавилов. Агитационный период позволяет уже более широкое общение с населением. Поэтому предполагаем, что доверенные лица начнут активно выезжать в муниципальное образование нашей республики для проведения встреч с населением, с трудовыми коллективами. Коммунисты в эту кампанию ставку делают на опыт. Кандидат Николай Харитонов, опытный политик, боролся за пост президента в 2004 году и тогда занял второе место, набрав более 13% голосов. На предыдущих выборах президента страны кандидат от КПРФ по результатам подсчета голосов республики занял второе место, набрав 9%. Ленин так в окошко смотрит. С каким взглядом, с каким настроением? Понимаете, есть такое выражение фильма «Весна на Заречной улице». И на нашей улице, политической улице, будет праздник. Десятки томов и портреты. У Ленина на шелкографии почти китайский разрез глаз. У нас есть программа, 22 пункта. У нас есть уже готовые законопроекты. Даже Конституция обновленного союзного государства. Избирательный кодекс, это самое закон о образовании, закон о медицине и так далее. Четкую партийную линию выдерживает и в ЛДПР. Эти кепки, они для жизни или они для опроса? Для жизни, для жизни. Для опроса у нас есть шапочки специальные, а это для жизни. Ну видите, какое наследие оставил Жириновский, даже в моде. Да. Не стесняясь ничего. Галстук фиолетовый, это тоже, наверное, отголоски, да? Потому что ЛДПР это партия ярких людей, красочных людей и настоящих людей. Члены партии обрабатывают опросники, выясняя, что же волнует жителей городов Татарстана. Ежедневно на улицах работает до 30 волонтеров. Уже собрали около 4000 анкет. Наша агитационная кампания основана на опросах «Скажи Слуцкому правду». То есть люди, наши активисты молодежного крыла выходят к народу и, соответственно, спрашивают по вопросу возраст, проблемы региона. И относительно этих проблем выстраивается предвыборная кампания. Выборы 2018 года вывели тогдашнего претендента Владимира Жириновского в республике на 3-е место. Он смог забрать тогда 3 голоса из 100. Борьбу за голоса новый лидер партии, впервые принимающий участие в кампании, доверил молодым, самому юному волонтеру 14 лет. Новые люди пока что только находят общий язык с татарстанцами. И здесь тоже ставку делают на молодежь. Внутрипартийная дисциплина на короткой дистанции. У Влада большой опыт работы. Вы так легко сказали «у Влада», то есть не по имени, отчеству. У вас принято так? У новых людей? У нас, у новых людей, да, мы все на «ты», и мы открыты. И Владислав мой друг. На выборах в Государственную Думу 3 года назад, когда партия заявила о себе, в республике их поддержали чуть больше 1% голосовавших. Агитацию начали очень смело, очень ярко. Большая баннерная кампания на сегодняшний день действует, и очень много агитматериала пришло, большой актив у нас.
В программах кандидатов векторы развития противоположные от национализации до приватизации, от поступательного развития до глобальной перестройки системы распределения бюджетов. Кандидаты, в общем-то, традиционного политического спектра, они представляют различные политические партии, так получилось. Исключительно самовыдвиженцем выступил действующий президент. Хотя мы знаем, что его поддержала «Справедливая Россия», мы знаем, что подписи собирала «Единая Россия», ОНФ. Это повестка завтрашнего дня. В основном она не конфликтная, не скандальная. Может быть, этим она избирателя никогда не привлечет, но это вещи, что мы должны сделать в ближайшие годы. Всероссийский центр общественного мнения опубликовал опрос. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Результаты по неделям меняются. У Владимира Путина цифры растут. Борьба за второе место, несмотря на огромный отрыв от лидера, остается все же интересной, учитывая статистическую погрешность при проведении соцопросов в 2,5%, что для замыкающей тройки может быть совсем неутешительно. Уже сейчас 63% опрошенных заявляют, что точно придут на выборы президента страны. 2 928 200 бюллетеней напечатают в Татарстане. До 15 марта агиткампания будет продолжена, в том числе представители кандидатов должны сойтись и на теледебатах, где и должны озвучить свои программы. Главное, чтобы было что сказать. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, Александр Лобанов, Андрей Кузьмин. 7 дней.